Байрат, сегодня мы почитаем цитату из книги «Краткий обзор», составленный от Берже, французского историк, этнограф, археолог, публицист, который жил в середине XIX века. Глава 6. Осетинские племя. Мнения и догадки о происхождении осетин весьма различны. Большая часть писателей считает их потомками алан средних веков, как о народе сильном и особенно богатым конями. По его словам, они обитали на севере от нынешнего Кинбурна между Доном и Днепром и соседстве Роксолан по сказанию Плиния, их одноплеменников. Моисей Харенский полагает алан близ Кавказа. Прокопий включает их в число гогосских народов. Массуди признает их могущественнейшую из всех наций, обитавших на Северном Кавказе. Амина Марцелии, историк IV века, писавший подробнее всех об аланах, между прочим, говорит, что они получили имя от названия гор. Это подтверждают Евстафий Солунский, византийский писатель, и Дигин, последнее место жительства алан, назначает среди гор Уральских. Далее Евстафий Юстетирс, живший около 1160 году, автор «Коммент Индернерс», Пирайкт, издан во Флоренции в 1730 году. Инфол. В 3 томах замечает, что слово «алан» происходит от сарматского «ала» — гора, и что аланы сами себя называют «ир». Как мы видим, живший в конце XII века, Евстафий Солунский, византийский писатель, историк, комментатор Диоген писали, что самоназвание Алан был Ир. Это еще раз подтверждает, что осетины Аланы, так как до тех пор осетины называют себя Ир. Спасибо за внимание, мои зрители. Если видеоинформация вам понравился, тогда подпишись, ставьте лайк и комментарий. Это очень важно для развития канала. Заранее всем спасибо.